приглашаю на сцену Юлію Слуцкую, засновальника і старшиню прес-клуба Білорусі. Ми попросили Юлю, каб яна, як чоловік, який працює з заміжними медіями, дала той самий бекграунд, який зараз існує. Як Білорусь виглядає у світі, у сусвіті медіїв заходніх, як ми виглядаємо на їх фоні, що наогул відбувається зараз з новими і старими новими медіями у світі. Про це сьогоднішній виступ Юлі. Не забувайте, будь ласка, на питання. Дякую велике, можна повітати Юлію Подоскін. Дякую, Сергей. Дорогие коллеги, дорогие сябры, вы просто герои у сегодняшний такий опошний теплый денек прийти сюды. Значит, вам важно ведать, что отбывается в свете медиа. Я разумею, что я вам не открою Америку. Разумею, что вы все люди, які вельми заангажовані, вельми болеете за эту справу, але вельми корисно узгадать, обагульнить і настроить себе на працу, бо гэта вельми важно. Ніколі ж змены не адбываліся так хутка, і мы зараз яшчэ разглянем на них і зразумеем, што не толькі ў свеце, не толькі ў нас, але ў свеце, то есть везде насамрэч амаль одно и то же. Про медиапотребление. То есть такой взрыв технологий, який произошел, полностью изменил схемы медиапотребления. Цикл стал беспрерывным. Многие из вас помнят, как это было раньше. Утренняя газета, вечерняя газета, утренние новости, вечерние новости. Все просто понятно. Поменялось все, цикл совершенно непрерывный, кровать, кофе, транспорт, работа, бар, снова кровать. Думаю, большинство из вас живут в таком же цикле, так же, как и наши потребители, наша аудитория. Носителей огромное количество всегда под рукой. Не только телефоны, множество телефонов, планшеты, десктопы. А в телефонах у нас еще и множество приложений. И все это вокруг нас кружится. Почему-то не сказала важного, ну ладно, скажу на словах. Сеансы все короче, контакт с нашей аудиторией все короче. Огромная конкуренция за внимание. 90% онлайн-времени люди проводят в приложениях. И всего лишь в 5 приложениях. Из этих 5 приложений мы все понимаем, это почта, мы все понимаем, это мессенджер, мы все понимаем, какая огромная конкуренция и как трудно нам попасть в число тех 5 приложений, на которые успевают обратить внимание нашей аудитории. Смотрите, только Facebook. 2000 историй ждут читателя каждый день. Только 200 из этих 2000 алгоритм для него выбирает. И меньше 10% докручивают из людей, вот из нашей аудитории, докручивают до истории номер 10. И нам опять нужно быть вот здесь, в этих историях, до которых нас докрутят. Еще одно очень глобальное изменение в отношении. Медиа — это мы, то, что было совсем недавно. Это медиа — это то, что произошло сейчас. Как это все эти изменения в медиа, в схеме самой медиапотребления, как они аукнулись на медиа, как повлияли? Бесконечное количество игроков на рынке. Тоже все помним, да? Есть 5 национальных, 2 городских, столько-то региональных газет. Они прекрасно делят свою аудиторию, прекрасно у всех выстроены отношения с рекламодателем, всем хорошо, все просто. Огромное количество игроков, бесконечный список, длинный хвост. Огромное количество бесплатного контента в сети, естественно, обесцененного. Невероятное количество. Принт теряет тиражи, ну и телеканалы теряют зрителей. Традиционные медиа
просто оказались не готовы к технологическому взрыву, который произошел. Они проигрывают сегодня тем, кто пришел уже и начал делать медиа с технологией на базе технологий. Правила медиаигры стали задавать платформы. Более того, медиа попали в зависимость от платформы. В зависимость прежде всего в распространении контента. Здесь пример, очень хороший пример. Вы видите, как на Фейсбуке совершенно по-одинаковому для пользователя выглядят две истории. Разница только в том, что одна история принадлежит Перу Н. Эппельбаум, многочисленного лауреата многочисленных журналистских премий. Человека, я вот сейчас не могу вспомнить, это то ли Вашингтон-Пост или нет, Вашингтон-Пост. Вот. А вторая история принадлежит такому, можно сказать, медиафрику. Просто человеку, который очень активно и пишет всякие глупости. Посмотрите, может нормальный пользователь разобраться в том, он кликнет с такой же равной вероятностью на историю 2, как на историю номер 1. Ну, в форматах подачи истории, соответственно, тоже попали в зависимость от платформы. Баблы фильтров окружают нас. И все мы с этим столкнулись, а сейчас были две громадные, громкие мировые истории. Да? Была история с выборами Трампа, и была история с Брекситом. Это случай, когда технологиями, баблами воспользовались для того, чтобы уже манипулировать пользователем. Фейки, которые подменяют реальность, ну не будем уходить в плач. Мобильные устройства стали очень во многом определять формат и язык не только платформы, но и мобильные устройства, которые становятся основным источником потребления истории. В общем, все наши стандартные привычные схемы медиа-бизнеса разрушились. Они разрушились, конечно, не только у нас в Беларуси, они разрушились в мире. В Беларуси ситуация, конечно, еще специфичнее, еще тяжелее. На нее накладывается наш недоразвитый, кривой, косой, слабый рынок, наша политическая ситуация, но в целом такая история везде. Мы не уникальны, это надо хорошо понимать. Больше всего ударило по медиарынку, что стоимость цифровой рекламы оказалась критически низкой. Ну, сейчас мы немножко посмотрим, как медиа реагируют на эти вызовы, примеры. Конечно, ищут новые стратегии дистрибуции, которые вывели бы их из зависимости от платформ, от зависимости от социальных сетей, с одной стороны. С другой стороны, стратегии, которые позволили бы использовать эти платформы для наиболее эффективной дистрибуции. Вот всем известный BuzzFeed. 45 каналов, по которым он идет к своим аудиториям. 80% охвата аудитории происходит вне сайта, вне основной площадки. Вот кварцевская рассылка нашего любимого кварца, гостя пресс-клуба Гидеона Ричфельда. У них уже больше 200 тысяч человек подписчиков и 40% открытия. Это их непосредственный канал, их хода к аудитории, который выводит их отчасти от зависимости от социальных сетей. Наш белорусский пример, спасибо 34mac.net, который сделал прекрасную инфографику, которую я позволила себе использовать в этом слайде. Это Радио Свобода. Это онлайн-трансляции, их стримы, которые они делали на 25-го СКК. 5 платформ, распространение более 1 миллиона просмотров. Как вы понимаете, на сайте просмотрело гораздо меньше людей.
Ищут способы обратиться не ко всем, потому что время обращения ко всем, оно вообще прошло. Обращение ко всем, цена обращения ко всем обесценилась. Оно практически бесплатно. И медиа все больше ищут способы находить своих и обращаться напрямую к ним. Это пример журнала The Nation, который вообще сделал уникальную рассылку. Она форматирована на 3 типа пользователей, которые готовы по-разному участвовать в сотворчестве журнала. То есть эти люди, у которых совсем мало времени, которые читают заголовки, люди, которые готовы прочесть более истории. И третье – это люди, которые готовы что-то делать вместе с этим журналом. Это непосредственно 3 слоя аудитории, которые расставлены, расслоены в зависимости от лояльности, включенности, обращения к своим. Вообще, временами уходят с сайта к прямому взаимодействию с читателями через все платформы, какие только можно. Now This News, очень надеюсь, они будут гостями пресс-клуба, и мы их послушаем. Они распространяются на всех платформах, они не имеют какой-то своей, одной базовой, они идут везде. И вот такая многоплатформенность часто и все чаще вынуждает медиа отказываться от монопродукта и производить разные типы продуктов для разных платформ. Это пример с Die Welt, это очень консервативное издание, очень-очень, которое совершенно другим языком, живым языком шуток общается со своими читателями в Фейсбуке. Конечно, имея эту картину, медиа ищут новые способы измерения изучения аудитории, которые бы позволяли измерять и изучать охват на всех платформах, не только на сайте. И, естественно, потом продавать этот охват рекламодателю. Здесь у меня будет пример не с медиа, а пример с интересным украинским, уже, наверное, не стартапом, OnTheEO, который создал систему измерения и изучения аудитории, интегрированная с соцсетями. Они будут гостями открытия сезона пресс-клуба 15-го. Пожалуйста, приглашаю, регистрируйтесь, приходите, вы сможете их послушать. Ой, Олечка, помоги, пожалуйста. Воспользуюсь этой вот паузой. Еще скажу, мы сегодня очень много говорим про монетизацию. Я попросила у наших организаторов разрешения сделать маленькую рекламную паузу. Никогда в Минске не было столько медиа-событий, как в последнее время. И это чудо на самом деле. Еще 3 года назад это все было невозможно. Спасибо нашим организаторам. С 14 числа в пресс-клубе будет школа именно маркетинга и рекламы для медиа. Пожалуйста, обратите внимание, колл последнее воскресенье. Если кто-то еще не зарегистрировался, вы можете успеть это сделать. Максимально практичная школа с максимальным обучением владения теми инструментами, которые нам сегодня доступны. Вот, например, пример Гардиана, который решил побороться с либеральным фильтрационным пузырем, давая место на своем сайте для представления правой идеологии. И, конечно, медиа выстраивают крупные медиа. Сделаем здесь оговорку. Это недоступно всем медиа. Пытаются выстроить эксклюзивные отношения с платформами. Сейчас, конечно, новый раздел. О том, это нельзя было не выделить. Новый раздел. Как в этих условиях цифровые медиа в цифре ищут новые бизнес-модели. Специально говорил только про цифру, потому что бизнес-модели в принте, как вы понимаете, поменялись не очень. Это классическая схема, через которую проходят все, и большие, и маленькие, и на которой часто останавливаются, поэтому я сделала ее отдельным слайдом. Большая часть дистрибьюции оказывается у социальных сетей. Весь полученный трафик на сайт, полученный трафик, замечу, не трафик на соцсетей, его почти никто еще не продает. Весь полученный трафик продается через программатик, соответственно, очень дешевый трафик и результат минимальный, который позволяет иметь какую-то копейку, но не позволяет не только развиваться, но даже хоть как-то окупать расходы, по-моему, ни для кого.
Это классическая схема, еще раз останавливаюсь, потому что ее проходит большинство, и главное на ней не останавливаться. Какие бывают альтернативы? Ну вот, например, Financial Times, которая ищет новые ходы, запустила рекламную метрику «Цена за час», выставляя счета не за факт просмотра, за продолжительность. И вообще продолжительность – один из триггеров, через которые площадки могут выстраивать эксклюзивные отношения с рекламодателями. Выстраивание таких эксклюзивных отношений, предложение рекламодателю эксклюзивных продуктов, которые не предлагает третья сторона, один из путей. Значит, здесь издатель общий The Independent и Unique Standard, которые предоставляют агентству доступ к данным в режиме реальных просмотров и делают нестандартные форматы внутри статей. Второй пример, если кто-то помнит, тоже не приводила его здесь, любимый Кварц, который был у нас на пресс-клубе, Гидеон Личфельд показывал. Они делают совершенно нестандартные форматы баннеров, которые сами являются произведениями искусства, которые стоят очень дорого и которые они сами продают рекламодателю по очень высоким ценам. Конечно, нативная реклама не могла без Ситидога, лидера нативной рекламы в Беларуси. Это, конечно, тоже альтернатива, которая сегодня входит в топ альтернативных методов монетизации для медиа. Еще одна альтернатива – платный контент для нишевых медиа. Это пример концерна Политикен, тоже одного из гостей пресс-клуба, которые, переводя концерт в цифру, сделали аж 5 нишевых продуктов, оставив весь основной контент бесплатным. Эти 5 нишевых продуктов, один из MediaWatch – это на самом деле продукт о медиа, о мире медиа, как он развивается. MedWatch – это продукт о медицине, соответственно. EnergyWatch – это продукт об энергетике. И эти продукты, они платные, они закрытые, они консалтинговые, и они продаются не персонально людям, но компаниям, которые заинтересованы их покупать. Конечно, альтернативой является краудфандинг и общественная поддержка, и, конечно, это пример именно МАК, которые, делая социальные медиа, идут по этому пути и очень успешно. Конечно, альтернатива, может быть, не единственная, но добавляющая, это офлайн ивенты. Здесь пример про бизнеса, но многие здесь присутствующих уже, например, были на медиасторме, который делает Медуза, и это один из способов и монетизации для Медузы. Или на ивенте, который делает Слон Ныне Репаблик. Сергей, как он называется, не оскорбился? Медиамейкер, спасибо. Да. Это тоже способ монетизации для Слона, например, для ныне, который Репаблик. Публикация материалов в социальных сетях с разделом выручки Instant Articles тоже дополнительный способ и будет все больше распространенный и у нас тоже. Платный доступ. Как ни странно, я много смотрела, много пыталась проанализировать, но платный доступ при всем первой реакции, но кто будет за это платить, все равно входит в топ альтернативы на будущее, потому что, да, никто не готов платить за это море контента, доступного всем, за новостную повестку. Никто за это платить не будет. Но за что-то добавочное, за что-то эксклюзивное, за то, что нужно. Молодые люди, которые растут с телефоном в руках, к которым привязана карточка, уже платить готовы. Может быть, это еще не наше сегодняшнее, не знаю, хотя Толока показывает, что да, уже и сегодняшнее, но то, что завтрашнее, все-таки точно. Какие-то консалтинговые, экспертные, аналитические продукты. Здесь пример Блумберга, который, используя всю свою огромную базу, значит, начинает заниматься консалтингом. И прогнозы, самая веселая часть. В общем, раньше, чем умрет, бумага трансформируется в цифровую прессу. Мы наблюдаем этот процесс.
процесс сегодня. Я верю в то, что не умрет совсем. Я верю в то, что станет символом, да? Не основным носителем, но символом, таким же, как швейцарские часы. Да? Никто не отменит хрустящую газету в самолете. Я верю, что это останется. Платный контент станет все-таки будущим осознанного медиапотребления по многим прогнозам. Как сегодня не тяжело нам это принять. Вот еще интересная штука, которая уже сегодня и завтра. Были очень большие изменения, сильный скачок, да, но сейчас вот эта вот технологическая зона, она как бы успокоилась. На время, как минимум на 10-20 лет, мы находимся в таком режиме стабильности относительно технологической. Я говорю только про технологии. Сегодня уже каждая редакция и, в принципе, каждый человек имеет такой набор инструментов для производства мультимедийного многоканального контента, качественного. И на ближайшие годы этим можно пользоваться. Да? Следующим придет, наверное, виртуальная реальность, но она еще все-таки придет, ну, может быть, лет через 10. Все-таки, скорее всего, попозже смотрим. Это тоже уже сегодня и завтра. Уже сегодня этот разрыв между гигантскими большими медиакорпорациями и всеми остальными, он очень огромен. Я говорю сейчас не про платформы, я говорю про медиакорпорации, которые выстраивают отношения особые с платформами, которые выстраивают особые отношения с рекламодателями, которые, чтобы избежать зависимости, разрабатывают собственные инструменты для монетизации. И, увы, здесь прогноз такой, что вот этот раскол, он будет усиливаться и дальше. Вот интересный прогноз, о котором стоит подумать нам всем. Время социальных сетей и время вот этого общего времяпровождения, все делятся всеми, баблы, оно постепенно сменяется на осознание важности персонального пространства. Как суметь так, чтобы прийти в это персональное пространство, об этом стоит думать. Сегодня замечу, инструментами этого персонального пространства является смартфон в руке, чаще всего мессенджер, который не позволяет, как социальная сеть, да, создавать вот это вот, позволяет персональный контент, и какой-то советчик типа Siri. Вот 3 инструмента, которые есть сегодня, может быть, будут меняться, но попадание в это персональное пространство, важность которого будет увеличиваться, то, о чем надо думать. Это вот то, о чем я только что говорила. Это будущее будет выстраиваться вокруг персональных инструментов общения каждого человека. Информация о пользователе превратится в ключевой источник выручки. Понимайте ваших пользователей, изучайте их. Только это позволит вам дальше монетизироваться. И, конечно, нельзя не сказать главного. Мы много говорили здесь о технологиях, о платформах. А главное – это контент. Качественный, правдивый, достоверный контент, проверенные живые истории, живые голоса. То, что можем сделать мы, профессиональные медиа. Вот ценность всего этого будет увеличиваться. Даже если сегодня немножко эта ценность нивелирована, и это так, то будущее за этим, и это то, во что надо вкладываться нам всем, мне кажется. И самое последнее. Что нам делать с этим будущим, чтобы быть к нему готовыми? Тут я позволила себе просто немножко порассуждать, совсем капельку. И этот небольшой набор идей, он не конечен. И сегодня то, что вы будете, чем вы будете заниматься сегодня, чем мы все будем заниматься сегодня на этом медиасаммите, чем мы будем заниматься, придя, вернувшись в свои редакции, это именно этим. Мы будем думать о том, как быть готовым. Мы хорошо понимаем, что нам нужно диверсифицировать источники. Мы не можем, никто из нас не может себе попасть
позволять попасть в зависимость от одного источника, какого бы то ни было. Только диверсификация даст нам устойчивость. Ни рекламные баннеры не являются панацеей, ни трафик из соцсетей не является панацеей. Диверсифицируйте, ищите своего читателя. Нам надо повышать уровень цифровых компетенций. Каждый день, каждый час. Инструментов достаточно, уровень хороший. Владевание этими инструментами – это просто вот ежедневная работа. Нам нужно повышать уровень менеджмента, потому что только это сделает нас сильнее. Нам нужно готовиться к рынку. Как бы мы скептически, какой бы он сегодня ни был, он рынок. И если мы столько лет занимаемся этим бизнесом, значит все мы законченные оптимисты. И мы верим в то, что рынок все-таки начнет приходить. Нам к нему надо быть готовым. Еще я думаю, что нам надо создавать совместные механизмы интеграции. Искать, где мы можем сложить усилия, где маленькие могут стать большими и стать сильнее. Конечно, нам надо учиться системно лоббировать интересы сектора. И это было все. Спасибо.